Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Мы продолжаем изучать раздел «Климат и природа». Тема урока «Мы и природа». Послушайте отрывок из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Какие слова имеют противоположное значение? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Обратите внимание на значение слова лукоморье. Это морской залив, теңіз шығанағы. Слова днем и ночью, күндіз түні, направо-налево, оңға-солға имеют противоположное значение, то есть қарама-қарсы мағыналықты білдіреді. Антонимы – это противоположные по значению слова. Антонимы часто встречаются в нашей речи. Мы спрашиваем: сегодня теплая погода или холодная? Еще рано или уже поздно? Это далеко или близко? Антонимы оживляют речь, делают ее выразительной. Вот почему поэты и писатели используют антонимы в своих произведениях. Упражнение 111. Прочитаем стихотворение Мусафара Алимбаева «Антонимы». Найдите и выпишите антонимы. Жизнь, смерть, трудолюбие, лень, ночь, день, младший, старший, жар, холод, герой, трус, хороший, плохой, вниз, вверх, мороз, зной, горький, сладкий. Молодцы! Упражнение 112. Выпишите антонимы, обозначающие свет, размер, время, место, температуру. Первое. Антонимы, обозначающие свет. Белый, черный, светлый, темный, бледный, румяный. Второе. Антонимы, обозначающие размер. Большой, маленький, короткий, длинный, широкий, узкий, высокий, низкий. Третье. Антонимы, обозначающие время. Ранний, поздний. Четвертое. Антонимы, обозначающие место. Близко, далеко, подземный, надземный, вверх, вниз. Пятое. Антонимы, обозначающие температуру. Горячий, холодный, жара, холод. Молодцы! Упражнение 113. Вспомните животных, героев сказки и басен. Какие они? С помощью антонимов дайте им характеристику. Подчеркните антонимы. Обратите внимание на образец. Ягненок слабый, а волк сильный. По храбрости лев храбрый, а заяц трусливый. По трудолюбию стрекоза ленивая, а муравей трудолюбивый. По хитрости волк глупый, а лиса хитрая. По величине муха маленькая, а слон большой. По уму лисица умная, а ворона глупая. Упражнение 114. Послушайте текст, о чем он. Надо ли знать природу? Знать природу, знать ее законы должны все люди, чем бы они ни занимались, где бы они ни жили. Человек, не разбирающийся в природе, не понимающий, как все зависит одно от другого, может наделать много бед. Я перескажу коротко одну сказку Виталия Валентиновича Бианки. Называется она «Сова». Обидел старик сову. Рассердилась сова и сказала старику:
что больше не будет у него на лугу ловить мышей. Но старик не обратил на это внимания. Не будешь и не надо. Перестала сова ловить мышей, и осмелели и мыши. Стали гнезда шмелей разорять, но и тут не понял ничего старик. Улетели шмелей, и некому стало клевера пылять. Перестал расти на лугу у старика клевер, нечем стало кормить корову. И не стало у коровы молока. Вот тогда-то и пошел дед к сове просить прощения. Смысл сказки не только в том, что нельзя обижать друзей. Смысл еще и в том, что в природе все крепко-накрепко связано между собой. Казалось бы, какое имеет отношение сова к молоку? А вот, оказывается, имеет через мышей, через шмелей, через клевер и к корове, и к молоку. Вот почему надо знать природу. Обратите внимание на значение слов. Сова, үкі немесе жапалақ. Зависеть одно от другого, бір-біріне байланысты. Осмелели мыши, тышқандар қағынды. Разорять гнезда, ұясын қирату. Опылять, тозаңдандыру. Крепко-накрепко связано, өте тығыз байланысты. В этом тексте есть выделенный глагол «улетели». Антоним к этому глаголу «прилетели». Улетели ұшып кетті, прилетели ұшып келді. Упражнение 116. Восстановите пословицы с помощью антонимов. Первая пословица «больше дела, меньше слов». Вторая пословица «меньше говори, больше делай». Третья пословица «корень учения горек, да плод его сладок». Четвертая пословица «кто хочет много знать, тому надо мало спать». Пятая пословица «не верь началу, верь концу». Молодцы. Укажите верные или неверные ответы. Антоним – это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением. Ответ – верный. Второе. Антонимы оживляют речь, делают ее выразительной. Ответ – верный. Третье. Рассвет, закат – это антонимы. Ответ – верный. Четвертое. Начинаться, кончаться – это синонимы. Ответ – неверный. Пятое. Антонимы звучат и пишутся одинаково. Ответ – неверный. Упражнение 118. Составьте синквейн к слову «река». Вы знаете, ребята, синквейн состоит из 5 строк. Первая строка – река. Вторая строка – река какая? Большая, глубокая. Третья строка – купаемся, плаваем, смотрим. Четвертая строка – летом мы купались в реке. Пятая строка – река – это вода. Молодцы! Спасибо вам за урок. До следующей встречи.